А вот эта крыша почему смогла удержаться? Она более новая. Ну, более новая, да? В Рио главы Тувы лично проинспектировал состояние крыши дома номер 11 на улице Саяно-Шушенская, которая была снесена сильным ветром. Напомним, что 5 июня над Шагонарыгом пронесся ураган, который серьезно нанес ущерб как жителям, так и административно-социальным учреждениям города. Сегодня здесь ведутся восстановительные работы. Когда должны закончить? Думаем, в августе. В августе. Август это 30 дней. Ну, 31. 1,5-2 месяца срок. Где-то за середину, да? Август хотя бы. Стараемся вот так. Да, ну хорошо, я вот сейчас заходил в квартиру, там трехкомнатный, все протекает вот здесь. Да, там, шлаки мало, дожди, погода косая. Владислав Хвалы вынужден поторопить строителей, потому что до этого посетил несколько квартир и убедился, что оставшиеся на крыше покрытия не спасает потолки от протекания. Крыша должна быть восстановлена до начала сезона дождей. Качество работ там все-таки в свое время не так хорошо было сделано. Я действительно посмотрел своими глазами, убедился в этом. Ну, сейчас, конечно, ошибок мы не должны повторять. С подрядчиком еще раз про это проговорили, что здесь, конечно, совершенно другой подход будет. Да? Качественно будет устроена кровля данного дома. Также в результате урагана серьезно пострадал больничный комплекс межмуниципального медицинского центра Улухемский. 4 блока больницы требуют замены крыши, пострадали окна главного корпуса. Вся сорванная крыша полетела на здание главного корпуса. Больным пришлось прятаться от осколков стекла под столами и кроватями. Это было страшно. Практика показала, что профлист в качестве покрытия большого здания не годится, и его легко срывает при шквальном ветре. Там черепица, это значит именно вот это, да? Не вот такие вот. Не профлист, да. Не профлист, а черепица. Да, черепица. Соответственно, там вот старая водосточная кровля была без водосточной системы. Сейчас необходимо будет уже водосточная система полностью предусмотреть. Предварительно смета есть в объеме 47 миллионов рублей. Требуется ремонт, где-то полностью восстановление кровли 4 объектов данной больницы. Кроме этого, пострадали окна деревянные, естественно, стекла выбиты. По одному объекту, самому большому корпусу, дал поручение заменить, так скажем, с западной стороны всю сторону, все окна, да, на пластиковые. Нам рано или поздно все равно нужно будет это делать. Еще одной проблемой является состояние дорожной инфраструктуры административного центра Кажуна. Здесь тоже просто выровняем, да, здесь прогрегируем и дорожную одежду. Да, мы если мы здесь асфальт доведем, если так, давайте, 2 варианта говорите. Вариант без асфальта 6, второй 6, 13, 6, 12. После осмотра уличной сети были предварительно определены участки дорог, которые требуют ремонта и даже прокладки асфальта. Мы посмотрели дорожно-транспортную сеть самого районного центра города Шагонара. Конечно, в очень удручающем состоянии. Дороги внутриквартальные особенно. Принято решение, дал поручение Министерству транспорта и дорожного хозяйства посчитать хотя бы вот эти улицы, после чего, после представления мне предложений, будем принимать решение, в каком исполнении все-таки приводить в нормативное состояние этой дороги. Половину, скорее всего, все-таки будем асфальтировать. Объектом пристального внимания в Рио главы Тувы стал Шагонарыгский водозабор. Есть небольшие проблемы в плане проекта, потому что есть разночтение между проектом и тем, что мы в реальности столкнулись. Но сейчас ведем работу с заказчиком, с проектной организацией по решению этих проблем. В первую очередь стоит отметить, что капитальная замена водозаборных насосов и трубопроводов с момента запуска никогда не производилась. Сделаны они в 79-м, а на эксплуатацию в 82-м году эксплуатации пошел весь вот этот агрегат, все вот это все. Несмотря на устаревшее оборудование, водозабор продолжает работать в штатном режиме. Каждый месяц
Он проверяет вот это, да, качество воды. Все нормально, да? Все отлично. Не нормально, а отлично. Но время точит не только камень. Даже самое качественное изделие когда-то может выйти из строя. Почти 40 будет, да? Почти 40 лет станция, естественно, выдержала. Нормативный срок, видимо, уже все вышли. Да. Вышли. И это хорошо, что вовремя, да, власти на это обратили внимание и разыграли торги на реконструкцию водозабора. Вот. Нам только надо вам, строителям, постараться качественно сделать, чтобы никаких проблем не возникало у жителей. Вместе с тем на водозаборе Шагана-Рыга не просто проводится капитальная замена оборудования, но и вносится ноу-хау, позволяющее в разы оптимизировать работу объекта. Конечно, электролизная, она ранее была построена, но то оборудование, которое мы туда ставим, это последнее слово техники, так скажем. Это новейшее оборудование, очень дорогое, очень дорогое. Его устанавливаем. Потом новое здание фильтровальное строим. Тоже там каскад фильтрации воды будет идти. Тоже там новое все оборудование. Также здесь существует проблема со снабжением электричества. То есть подстанции старые, они не выдерживают такой нагрузки. Соответственно, мы будем ставить 2 новые подстанции, более мощные. Плюс никогда здесь не было еще генераторов на случай сбоя. Жители, наверное, города это знают. В случае последнего урагана фактически оставались без воды какое-то время. Население Шагана-Рыга составляет более 10 тысяч жителей. И бесперебойная подача воды в ее живительную артерию также является одной из приоритетных задач власти. Реконструкция водозабора города Шаганара. У нас заключен контракт на 201 миллион 860 тысяч. Подрядчик ООО «Стройэкспресс». В соответствии с графиком производства работ у нас ведутся работы по демонтажу старой фильтровальной и монтаж здания фильтровальной нового. Соответственно, в настоящий момент заказано оборудование под фильтровальную и электролизную. В ходе рабочей поездки в Улухемский Кажун в Рио главы республики проинспектировал ТЭК-4 Шагана-Рыга. Это прямо курьезный случай, когда работники Шаганарского ТЭК, отапливая весь город, сами в котельную ходят в телогрейках. Своими глазами увидел это пару месяцев назад, в апреле. Тогда решил заехать по дороге. Меня удручает нынешнее состояние котельной, как будто после бомбежки. Действительно, вид теплоэнергокотельной Шагана-Рыга, мягко говоря, непрезентабельный и не внушает уверенности в ее работоспособности. Но в то же время стоит признать, что котельная дает городу больше тепла, чем он нуждается. В принципе, вопросов котельной, то есть по теплоснабжению нету, потому что есть утвержденный график температурный. Данный график соблюдается, иногда даже перевыполняется. В настоящее время в котельную усиленно готовится к новому отопительному сезону. У нас котлы второй отремонтировано полностью решеточное полотно. И на 3-м котле. И 4-й котел заменены экраны, трубные части. И на 5-м котле газоход от циклона до домососного. В Рио главы республики отметил, что проблем много, но на то они и проблемы, чтобы их решать. В этом году завершает ремонт кровли здания. Затем необходимо приступить к капитальному ремонту всей котельной. Вопросов много. Главное – начать. Все нужные поручения дал Денису Хангаю, заместителю министра топлива и энергетики. Зная, что есть еще задержки зарплат работникам. За один и даже за пару приездов все не решить. Отдельно еще соберу ответственных лиц в Кызыле. Владислав Хвалылык также обратил внимание, что на территории теплокотельной очень много лишнего железа, остатка приборов, которыми уже давно не пользуются. В Рио главы Тувы также отметил, что действительно Шагана-Рыг нуждается в новой, намного более экономичной и технологичной котельной, и он будет добиваться решения этого вопроса. Здесь будут 2 раскаленных щита, волейбольные стойки и еще... В этом году в Туве впервые была применена технология строительства модульных спортивных залов ангарного типа. Они быстро возводимы, это первое. Второе, здесь они более такая большая площадка, 405 квадратных метров здесь. И мы смотрим то, что
Для данных населенных пунктов, там, то, что где вообще нет спортивных залов, это самое быстрое, оптимальное решение данной проблемы. Первой провести испытания выпало Сумону Чаотинский Улухемского Кажуна. Меня что удивило, всего за 4,5 миллиона рублей построить такое сооружение, что мы можем, такие подобные сооружения тоже можем строить во многих, так сказать, да, населенных пунктах республики. Вот. Там необходимо было решить вопрос по теплоснабжению. Было принято решение, что соответствующую котельную, отдельную, так сказать, от Дома культуры этого села отдельную котельную будем строить. Потому что та существующая котельная маломощная не сможет отапливать одновременно и Дом культуры, и спортивный зал. Новый спортивный зал позволит приобщиться к спорту порядка 300 молодых жителей Сумона. Жители впервые они участвовали в шефском работе. А вот улицы Арбана, которые они трехразовую питание обеспечивали. Женсовет, это народная стройка. Владислав Хавалык посетил также Чаотинскую среднюю школу, где прошло его детство. Строящее из Шагана-Рыги здание буддийского монастыря и православного храма. Следующей точкой, которую посетит в Рио главы республики, станет Джунхемский Кажун. Сайгын Бербю, Артыш Бартан, Мирана Иргит, ТУВА-24.